Так, слово для доклада предоставляется судье Конституционного суда Харкельды Джумалевич. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, Конституционный суд Кыргызской Республики 11 ноября 2004 года и 24 года и 17 декабря 2024 года поступили ходатайства Айткулова и Карамидена Назировича, представляющие интересы Бакиева Курманбека Салиевича, а также дополнение к нему о проверке соответствия статей 243, 251, 253 нормативного положения абзаца 1 части 1 статьи 256, выраженного словами «следователь после ознакомления с материалами уголовного дела, участников процесса и разрешения их ходатайств составляет обвинительный акт». Части 6 статьи 296, части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В преамбуле части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, части 1 и 2 статьи 61, частям 2 и 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из первичного ходатайства заявителя и дополнений к нему, оспариваемые нормы регулируют порядок предъявления обвинения, ознакомление сторон защиты с материалами уголовного дела, завершение следствия и составление обвинительного акта. В связи с этим заявитель указывает на отсутствие в оспариваемых нормах положений, предусматривающих право следственных органов заочно предъявлять лицу обвинения в совершении преступления, а также направлять уголовное дело в суд с обвинительным актом. Айткулов апеллирует к решениям Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 21 февраля 2014 года и 11 мая 2026 года, которыми была подтверждена конституционность уголовно-процессуальных норм, предусматривающих право судов выносить заочно приговоры в отношении обвиняемых подсудимых, находившихся в период судебных разбирательств за пределами Кыргызской Республики. Вместе с тем, как отмечает субъект обращения, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики не предусматривает возможности заочного предъявления лица обвинения. В качестве аргументов субъект обращения приводит пример уголовного преследования Бакиева Курманбека Салиевича, в рамках которого, по его мнению, были допущены серьезные процессуальные нарушения в отмеченном выше аспекте. В частности, в ходатайстве приводится пояснение гражданина Аметова, заявившего о необоснованности предъявленных Бакиеву обвинения и искажения обстоятельств событий, ставших предметом расследования. Заявитель полагает, что действующее уголовно-процессуальное законодательство должно содержать систему норм, подробно регулирующих порядок как судебного, так и досудебного производства по уголовным делам, в случаях, когда невозможно обеспечить личное участие лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. По его мнению, следует законодательно возложить на следственные органы и суд обязанность удостоверяться в том, что участию обвиняемого не препятствуют обстоятельства объективного характера, в том числе создающие угрозу его жизни или здоровью. В дополнение к своему первоначальному ходатайству Айткулов просит проверить, наряду с оспариваемыми нормами, часть 6 статьи 296 УПК на соответствие преамбуле, части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, частям 1 и 261 статьи, частям 2 и 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. В нем отмечается, что УПК, определяя перечень оснований для приостановления следствия, препятствующих его продолжению и окончанию, предусматривает возможность его приостановления и в случаях, когда местонахождение обвиняемого не установлено, либо реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует в связи с решением вопроса о лишении подозреваемого, обвиняемого иммунитета или выдаче иностранным государствам, либо при направлении материалов дела иностранному государству для продолжения уголовного преследования. В таких случаях, как полагает заявитель, следствие приостанавливается до принятия решения о лишении иммунитета, завершения процедуры выдачи либо получения подтверждения от иностранного государства о продолжении уголовного преследования. Автор обращения задается вопросом, почему при наличии оснований, предусмотренных статьей 246 УПК, в одних случаях следствие приостанавливается до доставления обвиняемого в компетентные органы, а в других применяются другие процедуры заочного определения обвинения и заочного осуждения. По мнению заявителей, такой подход противоречит принципам верховенства права, правового государства, справедливости и равноправия, поскольку в УПК отсутствуют четкие критерии, определяющие, в каких случаях следствие должно быть приостановлено, а в каких случаях завершено с направлением дела в суд без участия обвиняемого.
Частью 6 статьи 296 УПК установлено, что в случае устранения обстоятельств, указанных в части 2 этой же статьи, приговор или определение суда, вынесенное заочно, по ходатайству осужденного или его адвоката, отменяется в апелляционном порядке. Судебное разбирательство в таком случае проводится в общем порядке. По мнению заявителя, это означает, что если осужденный явился, независимо от причины его прежнего отсутствия, УПК предоставляет ему возможность полноценно отстаивать свои права и законные интересы. Судебное разбирательство уже с его участием начинается заново, с предоставлением ему всех процессуальных прав, включая участие на всех стадиях судебного процесса, предъявление доказательств, заявление ходатайств, обжалование промежуточных судебных актов, действий следователей и прокурора, совершенных во время досудебного производства. Такая регламентация в полной мере соответствует принципам заочного рассмотрения дел, применяемым во многих странах мира, обеспечивая баланс между интересами правосудия и правами участников судебного разбирательства. По мнению заявителя, УПК допускает пересмотр заочного приговора как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях. Так, в соответствии с частью 3 статьи 412 УПК, рассмотрение дела в апелляционном порядке в отсутствие обвиняемого допускается в случаях, предусмотренных частью 2 296 статьи УПК. Согласно статье 441 УПК, суд кассационной инстанции вправе проверять производство по уголовному делу на предмет существенных нарушений норм материального и процессуального права. А одним из таких предметов, предусмотренных статьей 421 УПК, является рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 296 УПК. В таких случаях отсутствие обвиняемого не рассматривается как основание для отмены судебного акта. Таким образом, заявитель заключает, что если обвиняемый явится после исчерпания всех процедур обжалования и рассмотрения дела в вышестоящих инстанциях без его участия, у него уже не будет возможности оспорить заочный приговор. Соответственно, утрачивается возможность пересмотра заочного судебного акта с участием обвиняемого и предоставлением ему всех процессуальных прав, что делает обеспечение справедливого правосудия невозможным. Принимая во внимание незыблемые требования Конституции УПК к порядку осуществления правосудия, соблюдению принципов равноправия и состязательности сторон, предоставлению участникам судебного разбирательства всех процессуальных возможностей для отстаивания своей позиции, любой заочный акт должен подлежать пересмотру и в случае явки обвиняемого, независимо от времени и причин этой неявки. Отсутствие возможности пересмотра заочного приговора в апелляционном и кассационном порядках нарушает конституционные права и свободы человека на справедливое судебное разбирательство, восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, а также принципы равноправия и состязательности сторон в судопроизводстве. В другом своем дополнении от 17 декабря 2024 года заявитель также просит проверить часть 3 статьи 412 и пункт 3 части 2 статьи 421 УПК на соответствие преамбуле части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, частям 1 и 2 статьи 61, также частям 2 и 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Заявитель обосновал это тем, что ранее, 28 ноября 2024 года, внося дополнение к своему ходатайству, в описательной части которого просил проверить конституционность части 6 статьи 296, части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 412 УПК, ввиду допущенной технической ошибки, лишь частично отразил эти нормы в резолютивных положениях. В этой связи автор обращения дополнительно просил проверить конституционность части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 421 УПК. С учетом изложенного заявитель просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 9 декабря 2024 года и 19 декабря 2024 года ходатайства Айткулова, представляющих интересы Бакиева, а также дополнения к нему были приняты к производству. Одновременно по делу были определены стороны и третьи лица. Стороной ответчиком признан Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. В качестве третьих лиц привлечена администрация президента Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики. Определением судей и докладчика от 31 марта 2025 года дело к рассмотрению было назначено на 9 апреля 2025 года. В ходе засудебного заседания обращающая сторона поддержала свои требования и внесла дополнительное заявление об увеличении объема требований, изложенных в ранее поданном ходатайстве. В заявлении Айткулов отмечает, что часть 2 статьи 403 УПК устанавливает трехмесячный пресекательный срок для подачи ходатайства, а восстановление срока по апелляционному обжалованию нарушает положение части 1 статьи 61 и части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. По мнению субъекта обращения, данная норма необоснованно ограничивает конституционное право каждого на судебное
защиту и участие в судебном разбирательстве. И несмотря на формальное наличие права на обжалование, фактически лишает осужденного возможности реализовать его, поскольку срок исчисляется не с момента, когда лицо реально узнало о вынесенном судебном решении, а с момента вынесенного заочного приговора, вне зависимости от того, было ли это лицо уведомлено надлежащим образом. Конституционный суд своим определением от 9 апреля 2025 года принял к рассмотрению заявления Айткулова, представляющий интерес Бакиева, об увеличении объема требований, изложенных в ранее поданном им ходатайстве, и включил часть 2 статьи 403 УПК в предмет конституционной проверки. Вместе с тем, с учетом устного ходатайства стороны ответчика о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с содержанием заявления Айткулова, рассмотрение дела было отложено на сегодняшний день. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики, Конституционном суде Кыргызской Республики и статьями 43, 44, 48, 55, 58 и регламента Конституционного суда Кыргызской Республики по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия, истребованы все необходимые документы, материалы, которые соответствующим образом систематизированы в деле. Дело на сегодняшний день готово к рассмотрению на заседании Конституционного суда Кыргызской Республики. Благодарю за внимание.